12 ноября в особой экономической зоне «Титановая долина» начались земляные работы по подготовке инфраструктуры площадки первых резидентов. Первыми предприятиями, разместившими здесь свои мощности, станут электромашиностроительный завод и «Стройдизель». И губернатор Уральского региона Евгений Куйвашев в ходе консультаций с депутатами регионального Заксобрания в преддверии рассмотрения областного закона о бюджете на 2013 год отметил, что им необходимо зайти на площадку строительства в самое ближайшее время. Мы провели дополнительную ревизию тех предполагаемых затрат. С 24 миллиардов затраты на строительство Титановой долины упали до 16. Мы соптимизировали затраты. Но с учетом того, что там все будет. Тем более, там ситуация-то другая. Меня за горло уже Боинг берет. Я встречался с господином Кравченко, это генеральный директор Боинг России СНГ. Они уже деньги потратили на проектирование своего логистическо-производственного центра. У нас просто выхода нет, кроме как реализовывать этот проект. Губернатор также добавил, что вместе с Минэкономразвития они подготовят обращение президенту и правительству Российской Федерации, чтобы эти средства были выделены. По данным руководства Титановой долины, к 2015 году, времени завершения строительства первой очереди, будет функционировать 5 предприятий, еще 12 в стадии строительства, будет создано 3500 рабочих мест, а планируемый объем реализуемой продукции составляет 15 миллиардов рублей.